Та у нас всюди люди. Подобається тобі працювати? Відчинені двері. Ну, заходіть, будь ласка, до хати. Салям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 2 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Сегодня 64-й день войны России против Украины, против всего свободного мира. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130. Это наш номер, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Если вам есть что сказать, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. А я рада представить гостя, который присоединяется к нашему эфиру. Это народный депутат Украины фракции «Слуга народа» и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Веніславський. Пане Федору, вітаємо вас. Салям алейкум. Вітаю вас. Пане Федору, я, на жаль, вас не чую. Давайте спробуємо ще раз. Ні, на жаль, не чую. Не чуємо, я так розумію, ні ваш... О, зараз чую. Вітаю вас. Слава Україні. Вітаю вас, слава. Героям слава. Пане Федору, 64-й день войны России против Украины. Как на 64-й день выглядит последняя обстановка в нашей стране? Прошу прощения. Ситуация выглядит так, как ее... Что у меня с гором? Так, как ее обрисовывает Генеральный штаб. То есть враг сосредоточил свои главные усилия на захвате полном Луганской и Донецкой областей, на установлении сухопутного коридора к Крыму. И это та программа минимум, которую нам озвучивали наши разведчики на начальном этапе войны. И после неудачи в Киеве враг пытается именно это реализовать как ту задачу, которую ему нужно представить для российского общества как некие достижения, некие победы. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке Украины в районе Луганской и Донецкой области. По всей линии соприкосновения идут обстрелы со стороны рашистских войск. Также российские войска сосредоточены под Изюмом. На территории Белгородской области имеются резервы в числе нескольких батальонов тактических групп, которые также готовы усилить их наступление со стороны Изюма на Барвенково, на Славянск. Но наши вооруженные силы понимают все замыслы врага, понимают, как этому противодействовать. И никаких ни стратегических, ни тактических достижений за последние... Алло. Так, я так понимаю, что у нас прервалось... Да, пане Федоров, можете, пожалуйста, продублировать последнее предложение, потому что прервалась связь, и я вас очень плохо слышу. Я говорю, что все замыслы врага, которые он планирует и которые он пытается реализовать, наши вооруженные силы, наше командование понимает, знает, как этому противодействовать. И максимально, что удалось рашистским войскам за последние несколько дней, это там продвинуться на расстоянии нескольких сотен метров, на километр, и этим все победы ограничиваются. Ну, очевидно, что Россия попытается захватить какую-то часть территории, чтобы это представить в качестве победы на 9 мая. Вот вы находитесь в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Скажите, а вообще осталось ли в России вот боеспособные такие части, которые они бы могли направить в Украину для того, чтобы ускорить возможно эти планы к 9 мая? Ну, практически все боеспособные части подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, они уже и так задействованы в агрессии против Украины. Часть из них пребывает в достаточно плохом моральном состоянии после того, как их Вооруженные силы Украины разгромили, и они понесли существенные потери, не ожидая
того, что их ожидает на украинской земле. И они должны были пройти некий курс, скажем так, реабилитации, но тем не менее военное командование перебросило их в район Луганской и Донецкой областей, в район Харьковской областей. Поэтому каких-то существенных резервов новых боеспособных подразделений у Российской Федерации осталось очень немного. Новые подразделения, которые формируются, они не имеют того боевого слаживания, которое необходимо для достижения каких-то успехов на поле боя. Поэтому и нету никаких ни тактических, ни стратегических достижений в тех районах, где враг ведет сегодня наиболее ожесточенные обстрелы наших позиций и пытается атаковать очень часто неуспешно. В Херсоне они планируют провести референдум, мы это слышим уже на протяжении последней всей недели. Что будет, если они проведут так называемый референдум? Что это будет означать как с политической, так и с военной точки зрения? Ни с политической, ни с военной точки зрения это не будет означать вообще ничего. С точки зрения военного какого-то тактического движения или ходов, это не принесет никаких дивидендов для Российской Федерации, поскольку любые действия в отношении мирного населения являются нарушением международного гуманитарного права. Любые действия, которые направлены на привлечение к воинской службе или на мобилизацию граждан Украины, которые пребывают на временно оккупированной территории в качестве комбатантов, так называемых, это является грубым нарушением международного гуманитарного права, военным преступлением фактически. Поэтому те действия, которые Российская Федерация предпринимает, либо хочет предпринять на временно оккупированных территориях, никаких юридических последствий с точки зрения ни международного права, ни украинского законодательства нести не будут. То, что они пытаются имитировать, это рассчитано исключительно на внутреннюю российскую аудиторию для того, чтобы сформировать нужную картинку о каких-то достижениях в ходе вот этой агрессии военной, специальной военной операции, как они ее называли. Де-факто это фактически широкомасштабная война, которая должна иметь какие-то результаты, которых, к сожалению, для российского командования нет и не будет, потому что мы уверены, что наши вооруженные силы понимают, как этому противодействовать и успешно противодействуют. Поэтому будет референдум, не будет, никаких юридических последствий это иметь точно не может и не будет никем признано в цивилизованном мире. Но последняя информация противоречивая. Есть заявление, что они не планируют там проводить референдум. Очевидно, исходя из тех настроений, которые даже при массовой фальсификации любых результатов, какие мы видим в Российской Федерации, не позволят скрыть или исказить реальные волеизъявления граждан Украины, которые, несмотря на наличие вот этих оккупационных войск, они выходят на митинги под украинскими флагами, поют украинские гимны. Это имеет массовое проявление на территории Херсонской, Запорожской областей. Но при этом оккупанты на территории Херсона, в Херсоне, они там назначили своих гауляйтеров, там так называемого главу Херсонской областной администрации Владимира Сальда назначили главой, и Херсонской городской администрации, главой Херсонской городской администрации стал Александр Кобетсия. Вот что скажете относительно этих людей? Это, во-первых, так, потому что информация тоже неоднозначная, об этом написали телеграм-каналы, вот по вашим данным. У меня нет информации, которая, скажем так, была бы проверена на официальном уровне, но тем не менее мы вынуждены констатировать, что на территории временно оккупированных территорий находится достаточное количество людей, которые готовы сотрудничать с оккупационной властью. И я не исключаю, что те люди, которых вы озвучили, фамилии которых вы озвучили, они могут реально быть представителями оккупационной власти, но никаких юридических последствий такие решения оккупационной власти на территории Херсона, Херсонской области не имеют и тоже являются нарушением международного гуманитарного права. Ну, а по вашим данным, по вашей информации, даже если предположить, что оккупанты там проведут псевдореферендум, как они попытаются это представить? Это будет условный ХНР наподобие ДНР, ЛНР, или же Крым-2 может повториться? У них нет другого варианта, как создать что-то наподобие ХНР, ЛНР, ДНР, потому что никаких юридических оснований для того, чтобы область, либо город, либо село в составе Украины
провозгласили о своем желании присоединиться к какой-либо другой части территории вражеского государства, у нас вообще нет такого прецедента даже и правовых оснований в аспекте ни национального, ни международного права. Да, да и Поэтому желания нет никаких... у людей никакого. И желания, мы понимаем, что желания у людей нет, но при той пропагандистской машине они могут представить любые результаты как свое достижение и нарисовать любые цифры, потому что никакого контроля за... во-первых, это является фейком. То есть это не является ни референдумом, ни плебисцитом, не предусмотрено ни национальным, ни международным законодательством, ни международным правом такие формы демократии, которые практикует Российская Федерация на территории временно оккупированных территорий. То есть это исключительно манипуляция для того, чтобы достигать какие-то свои внутренние политические цели. Поэтому тут даже нечего обсуждать, как эти результаты могут на что-то повлиять, либо не повлиять. Они никаким образом не могут ни на что влиять. То есть это самолюбие российских политиков, определенных военно-политического руководства России, чтобы каким-то образом показать то, что вы говорите, какие-то свои достижения, победы, которых на самом деле нет. Поэтому обсуждать нечего, а с коллаборантами будет соответствующие органы досудебного расследования, я думаю, разбираться, смотреть, если их в действиях состава преступления добровольный человек, либо под принуждением, сложно, знаете, нужно каждую ситуацию конкретно оценивать. Но ведь, с другой стороны, все равно в определенных процессах возможное проведение так называемого референдума может иметь влияние непосредственно на переговорный процесс, о чем заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал на пресс-конференции, что если оккупанты проведут так называемый референдум, то это поставит точку на всех переговорах. Как вы думаете, может ли такое произойти? И действительно ли это просто остановит любые переговоры? И что это потом будет означать? Президент Зеленский четко озвучил позицию того, что если Российская Федерация очередной раз грубо, цинично, нахабно украинскую мову нарушит нормы международного права, попытается каким-то образом сымитировать какие-либо формы демократии, псевдодемократии на территории временно оккупированных территорий, то это будет означать, что с Российской Федерацией как с субъектом международного права вообще нельзя иметь никаких отношений, в том числе и переговоров, поскольку это не принесет никаких результатов, поскольку Российская Федерация не является субъектом, способным выполнять и соблюдать ни нормы международного права, ни достигнутые договоренности. То есть в этом контексте президент и фактически сделал это заявление, что любые попытки легитимизировать Российской Федерации на территории Украины свои оккупационные власти будут означать, что Российская Федерация является не договороспособным субъектом международного права, с которым нельзя вести никакие переговоры. Я бы хотела с вами еще попробовать спрогнозировать развитие событий. Что, на ваш взгляд, будет дальше? Потому что одни говорят, что Путин отберет 1/3 Украины по левому берегу. Другие говорят, что Путин ограничится оккупацией Херсонской области, частью Запорожской, там Донбасс, Мариуполь и так далее. Там много других вариантов развития событий озвучивается. А вот как вы думаете, что нас ждет? Как будут дальше развиваться события? Во-первых, те варианты, скажем так, планы оккупантов, которые вы озвучили, они были известны нашим разведчикам, еще нашему разведывательному сообществу еще до начала войны. То есть программа «Минимум» — это оккупация Луганской, Донецкой области и создание сухопутного коридора в Крым. Сейчас они именно на этом сценарии, на этом варианте сосредоточили главные свои усилия, потому что Херсонская область практически полностью оккупирована, Запорожская оккупирована таким образом, что позволяет сверху от Крыма, Херсона до Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и соединить с Донецкой областью и, соответственно, сделать вот этот сухопутный коридор. Это те задачи минимум, которые они ставят перед собой, но эти задачи минимум, они на данный момент не достигнуты, поскольку наша группировка объединенных сил, операции объединенных сил в оперативном районе Луганской и Донецкой области, они дают очень такой решительный отпор и эффективно противодействуют врагу за
то время, которое он уже озвучил враг как некая новая фаза военной операции, она также не достигла никаких успехов. Все, что они имеют, это то, что они смогли достичь в первые дни войны благодаря вот этому вероломному и превосходству и в воздухе, и в технике. Но, тем не менее, после того, как они потерпели поражение в районе Киева, в Киевской области, в Житомирской, в Черниговской, в Сумской области, были вынуждены вывести свои войска, никаких новых достижений, каких-то радикально, которые способны поменять ситуацию, не было и не будет. Поэтому я прогнозирую, что после того, как наши вооруженные силы нанесут такой урон, который позволит им более решительно действовать, мы освободим и территорию Запорожской области, и Херсонской, и Крым, и Луганск, и Донецк от врага. В этом у меня сомнений нет. Вопрос, как быстро мы сможем это сделать, это зависит не только от наших военнослужащих, которые готовы это делать, но и от средств технического обеспечения наших вооруженных сил. Именно от бронетехники, от артиллерийских систем, от систем ПВО, чтобы они не чувствовали себя в воздухе безнаказанно. Мы и так видим, что они уже ограничиваются очень часто именно применением баллистических ракет, а не самолетов, поскольку очень большие потери самолетов они понесли и вертолетов, и беспилотных летательных аппаратов. Поэтому они пытаются сейчас это использовать на свою пользу, но никаких точно результатов это не принесет. Пане Федоре, вы упомянули Крым. Хватит ли у нас сил на контрнаступательную операцию по Крыму? Ну, то, что Крым является украинской территорией, понятно всем и всему международному сообществу, поэтому Украина имеет не только полное моральное право, но и обязана освободить свою территорию от оккупанта, поскольку враг расширил свою агрессию после того, как мы разобьем их на территориях Луганской, Донецкой областей и Запорожской. И, конечно же, мы будем делать все, чтобы с минимальными потерями и среди мирного населения и наших военнослужащих освободить наш Крым от оккупанта. Я думаю, с спроможности говорить украинскую мову у нас точно хватит, тем более, что мы получаем новые образцы вооружения, которые помогут это сделать. То есть на каком-то этапе, я просто сейчас попробую смоделировать ситуацию, когда Украина выйдет на административную границу с временно оккупированным Крымом, и Крым будет пустой, российские военные будут здесь, мы сможем их оттеснить, я не знаю, куда-то туда, на Ростовскую область, и занять нашу родину, наш Крым? То, что мы займем вашу родину и наш Крым, это у меня сомнений точно нет. Каким образом мы это сделаем, знаете, это уже военная стратегия и тактика, поэтому не будем в это углубляться. Наши военные, наше командование вооруженных сил, командование сил специальных операций, Главное управление разведки, иные составляющие сектора безопасности и обороны знают, как это сделать с наименьшими потерями и наиболее эффективно. Поэтому я не сомневаюсь, что это произойдет, скажем так, значительно раньше, чем это ожидают, в том числе и российские военно-политические власти. Ну, точно не 15 лет. Однозначно не 15. Дякую вам дуже, пане Федору. Слава Україні. Спасибо вам. Чох Саунс. Героям слава. Федір Веніславський був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України, фракція «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. А ми ждемо соєдінення Сергія Грабського, військового експерта, полковника запасу, учасника миротворчих операций в Косово та Ираку. А я пока напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. А также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Или можете отправлять ваши вопросы сообщениями на Viber, либо на Skype. Мы их озвучим в эфире. Наши гости ответят на них. А также не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И с нами на прямой связи Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу, учасник миротворчих операцій в Косово та Іраку. Пане Сергію, вітаємо вас. Салям алейкум.
Валейкум ассалам. Добрый вечер, студия. Добрый вечер. Пане Сергею, сегодня парламент Канады признал действия Российской Федерации в Украине как геноцид. Такое решение было принято также и в сеймах стран Балтии и ряда других западных держав. И здесь я вот такой вопрос хотела вам сказать, так как вы принимали участие в миротворческих операциях в Косово и Ираке, вот относительно Косово, насколько вот те действия российских оккупантов в Буче, они похожи на то, что было в Косово, в Сребренице и так далі? Ви знаєте, вони практично подібні до того, що були, буквально як зроблені за одною матрицею. І те, що ми побачили в наших містах і селах, є просто повторенням того, що відбувалося в Косово, то, що я бачив власне сам, і що бачили мої друзі в Боснії свого часу. І, на жаль, і там видна одна рука, один почерк тих, хто творив цей геноцид. Тому що вони дуже і дуже подібні. Це безжальні розправи з всім населенням. Не виділяється якась група, а знищується все населення, причому здійснюється знищення, знаєте, такий підкреслено жорстокий спосіб. Тобто для того, щоб затероризувати тих, хто залишається в живих. Для того, щоб в них не було навіть найменшої тяги до спротиву. Щоб той жах просто зупинив їх і знищив взагалі любе бажання щось робити або відчувати себе людьми. Тобто це є типова картинка, і, на жаль, нічого нового ми тут не побачили. Ну, если мы говорим про Косово, про Сребреницу и так далее, то вот командующий этими всеми военными преступлениями Радко Младич был заключен в тюрьму пожизненно. И сейчас как раз в Украине обсуждается также создание международного трибунала. Как вы думаете, что ждет Путина? Может ли его ждать такая же судьба, как и Радко Младича? И может ли он дойти до международного трибунала? Да, абсолютно, абсолютно, і таке має бути. І я б сказав так, що всі зусилля нашої дипломатичної спільноти і взагалі міжнародної дипломатії мають бути спрямовані на те, що всі причетні до тих злочинів, і політичні керівники Російської Федерації, військові керівники, і командири, і безпосередні виконавці цих злочинів, вони отримали по заслугах і вони були притягнуті до міжнародного трибуналу. І таке стосувалося, і я маю на увазі світову практику, не тільки Югославія, ми пам'ятаємо Руанду, ми пам'ятаємо Західну Африку. Так що це міжнародна практика, і вона безумовно має бути застосована в Україні. Ну а Путина, на ваш взгляд, какая участь ждет? Ви знаєте, дуже важко передбачити. Я від цього серця бажаю, щоб він зайняв своє законне місце на лаві підсудних, тому що саме він є тим, надихачем цих злочинів. Він, власне, створив такий політичний режим в Російській Федерації і його найближче оточення, яке призвело до того, що ми маємо сьогодні в Україні. І тут хочеться згадати, ми, знаєте, якось уникаємо Чечню, адже злочини проти мусульманського населення Чечні ще не до кінця розкриті. І я би сказав так, що має бути, якщо узагальнений, то трибунал за всі злочини, які вчинив путінський політичний режим, включаючи і страшні злочини Чечні, і України, і Грузії в тому числі. Ну вот если сегодня посмотреть на боевые действия, на военные действия, вот как вы думаете, в ближайшей перспективе до 9 мая, как будут развиваться события? Какая цель, на ваш взгляд, вот как вам видится российских оккупантов сейчас? Ви знаєте, тут треба розділити ціль військову і ціль політичну. Адже з військової точки зору, якщо дивитися на цей наступ, то він виглядає вже абсолютно безглуздим, адже вже протягом досить тривалого періоду тривають бойові дії, і противник на жодному напрямку не досяг якоїсь переваги.
які б могли свідчити про те, що наступ просувається успішно. І треба розуміти, чому саме після такого періоду часу ми на це звертаємо увагу, тому що ми вже більш-менш можемо визначити напрямок зосередження основних зусиль противника, зосередити там наші резерви, ми перегруповуємося і наносимо йому ураження. Натомість противник з відчайдушністю такою певною лізе на ті ж самі позиції, несе втрати. І тут не можна зрозуміти, чому. З військової точки зору це не має жодного сенсу. Натомість, якщо ми подивимося на політичне забарвлення цієї ситуації, то стає абсолютно зрозумілим, що до певного часу противнику потрібна бодай яка-небудь маленька перемога. Для того, щоб показати внутрішньому споживачеві в Російській Федерації, що операція просувається, тобто це дасть їм можливість закидувати додаткове гарматне м'ясо у цю війну. Это правда, что на операцию было рассчитано 96 часов? Загалом на всю окупацію України, Да. так, безумовно, від самого початку йшлося саме про цю кількість часу. Можливо, там деякі експерти в Росії казали, можливо, до 8 березня ми придушимо повний спротив української армії, там залишки вийдемо на кордони з Польщею. Але загалом для загального такого стратегічного наступу, для загальної стратегічної операції передбачалося буквально 3 доби, 4 максимум. Вы ожидали, что украинские вооруженные силы дадут именно такой мощный отпор? Я не то, що не очікував, я знав, що буде така відсіч дана, тому що треба розуміти, що від самого початку все, що робилося на наших кордонах, виглядало як безглуздий фарс, кривавий, але безглуздий фарс, що, власне, і справдилося в історичній нашій перспективі, тому що ми побачили, що противник абсолютно не врахував ані готовність, ані відчайдушність українських Збройних сил, і він просто послав на смерть своїх солдат. Состояние российской армии сейчас, как вам видится, каково оно? Ви знаєте, я завжди повторюю одну фразу. Росія не настільки сильна, як вона здається, але вона не настільки слаба, як хочеться нам. Тому треба розуміти, попри ті шалені втрати, які понесла Російська Федерація, ми ще не досягли тої межі, коли всі Збройні сили Російської Федерації втратять боєздатність. Це може наступити після того, як буде знищено як мінімум 25% потенціалу противника. На жаль, на сьогоднішній день ми маємо менше 10% знищеного потенціалу, тому ще дуже-дуже зарано говорити про можливу перемогу. Вірніше, про перемогу в найближчій перспективі. І треба розуміти, що нас очікує ще відчайдушна і тривала боротьба. А в России осталось много боеспособных частей, которые они могут отправить в Украину еще? Ви знаєте, тут йдеться не про боєздатні частини, а про спроможність держави організувати доставку, в даному випадку, гарматного м'яса до лінії фронту. І, на жаль, ця спроможність в Росії діє як годинник, і вони можуть доставляти ще досить велику кількість персоналу і бойової техніки на війну з України. Якість цих підрозділів, звісно, буде зменшуватися об'єктивно, але те, що вони зможуть ще нам попити крові, вибачте, так, це може бути. Вы сказали, что нас еще ждет тяжелый период. В каком направлении будут дальше развиваться события? Ви знаєте, важкий період мається на увазі, що війна буде продовжуватися з різним рівнем інтенсивності. І в даному випадку дуже багато залежить від того, як буде розвиватися в найближчі буквально дні, в найближчі тижні ситуація на Донбасі. Наскільки противнику вдасться просунутися і виконати бодай одну із поставлених перед собою завдань. В мене все більше і більше сумнівів дня від дня, що вони досягнуть цього. Натомість треба розуміти, що той самий політичний фактор, про який я говорив, може призвести до того, що вони з відчайдушністю приречених будуть кидати все нові і нові сили. І самі розумієте, все ж таки чиста арифметика може сказати, що на деяких напрямках буде просто недоцільно втримувати позиції. Наприклад, я завжди приводжу такий приклад Новотошківського.
Тобто селище, яке було просто перетворено на купу каміння, в якому навіть не можна було закріпитися. Природньо, що ми не можемо тримати там війська, ми змушені були відійти, тому що неможливо ані сховатися, ані захищати цю купу каміння. Ну а как же вот Мариуполь, в котором продолжают оставаться украинские защитники и сопротивляться российским оркам? Ви знаєте, Маріуполь – це дуже цікавий факт, це є абсолютно новий факт і випадок у військовій історії. Це випадок, коли так званими конвенційними засобами противник намагався взяти місто, використовуючи практику штурму Грозного, тобто із залученням танків, бронемашин і так далі. Натомість тут ми маємо таку унікальну ситуацію, коли фортецею 21 століття, і це без зайвого пафосу, стало підприємство, яке має, по-перше, велику площу, на якій можна маневрувати, воно має безліч підземних комунікацій, через які можна здійснювати знов-таки маневри і задавати удару противнику. Воно має локації, які знаходяться під землею, які практично неможливо зруйнувати. І ця локація, це підприємство було підготовлено, якщо не до оборони, то до достатньо тривалого перебування на цій території. І саме завдяки цьому вдалося зосередити там досить великі запаси продовольства, боєприпасів, озброєння, що дає можливість нашим бійцям продовжувати спротив. Хоча я маю сказати, як військовий, що хлопці використали і перейшли всі межі можливого застосування. Вони вже увійшли в історію України як герої, які врятували фактично узбережжя Чорного моря, Одесу, Миколаїв і інші міста України від агресії. Ну, вчера один из представителей украинских защитников из Мариуполя записал обращение, в котором он призвал применение операции «Экстракшн» по аналогу 1940 года, которая была в Дюнкерке. Вот как вы думаете, возможно ли такое, возможно ли эвакуация хотя бы мирных жителей и тех, которые продолжают оставаться на промзоне Азовсталь вот по операции «Экстракшн»? Ну, ви знаєте, якщо порівнювати абсолютно, то звісно, що такої операції провести неможливо, тому що Азовське море знаходиться під повним контролем окупантів. Якщо брати просто аналогії, ну, я собі слабо уявляю, як десятки, сотні автобусів або автомобілів, наприклад, рушать в сторону Маріуполя і намагаються вивезти людей. Як? Через мінні поля? Як? На прямий розстріл російських танків? Мабуть, що ні. Тому залишається тільки один варіант, який є на сьогоднішній день доступний. І я маю таку, знаєте, надію, що все ж таки цей варіант спрацює, коли міжнародні організації все ж таки зможуть переконати керівництво Російської Федерації в тому, що треба здійснити таку гуманітарну операцію. І під прикриттям таких міжнародних організацій я не виключаю, можливо, із залученням окремих країн. Я пам'ятаю, Туреччина і Греція вже заявляли про свою готовність це зробити. Така операція буде проведена тільки в такий спосіб. Тобто на цьому, в принципі, аналогії з Дюнкерком закінчуються. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чухсагун, слава Україні. Героям слава. Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу, учасник миротворчих операцій в Косово та Іраку, був з нами на прямому зв'язку. А поки ми чекаємо підключення Сергія Герасимчука, заступника виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Украинская призма». А тем временем в непризнанном Приднестровье подразделения оперативной группы российских войск приведены в полную боевую готовность. Об этом заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины. Там говорят следующее. На местности Приднестровского региона Республики Молдова подразделения оперативной группы российских войск приведены в боевую готовность. Полные силовые структуры переведены на усиленный режим нанесения службы, говорят там. С нами сейчас на прямой связи пан Сергій Герасимчук. Пане Сергію, вітаємо вас. Селям алейкум. Вітаю вас, селям алейкум. Пане Сергею, что происходит в Приднестровье? Наша разведка говорит о том, что там они приводят свои силы к полной боевой готовности. Что это означает?
Это означает то, что приднестровский режим, который долгое время имитировал самостоятельность и пытался доказать, что решения в Приднестровье принимает именно он, который опирался в этом на то, что ему был предоставлен статус стороны в урегулировании Приднестровского конфликта, сейчас демонстрирует, что он полностью зависит от России. И несмотря на то, что для контрабандных потоков, которые текут через Приднестровье, выгоднее мирные отношения, конфликт прекратит любую контрабанду. Несмотря на то, что жителям Приднестровья выгодно не вмешиваться в эту войну, когда Россия сказала, что необходимо привлечь эти силы и, собственно, русские войска в Приднестровье, и так называемую Приднестровскую армию к тому, чтобы формулировать угрозу для Украины, они не могли отказать, и, собственно, поэтому сейчас объявили о сборах. То есть эти военные части, они будут передислоцированы куда? На территорию Украины? В какие районы, в какие области, на ваш взгляд? Мне кажется, что на данном этапе формулируется угроза, и причем без надлежащих разведданных мы не можем с точностью сказать, угроза ли это для Украины, либо же это угроза для Кишинева, и сигнал Кишиневу о том, что Молдова должна и далее придерживаться полного нейтралитета, отказываться от поддержки Украины. Более того, возможно идти на какие-то уступки в процессе приднестровского урегулирования. На днях так называемый министр иностранных дел Приднестровья господин Игнатьев уже предложил Молдове подписать мирный договор. Договор о том, что Молдова не нападет на Приднестровье, а Приднестровье не нападет на Молдову. Подписание такого мирного договора будет еще одним кирпичиком в построении так называемой приднестровской государственности. И сейчас, на данном этапе, Москва может разыгрывать эту карту и в диалоге с самим Кишиневым, и угрожая Украине, и пытаясь оттянуть внимание Украины на приднестровское направление. Ну, вчера президент Молдовы Майя Санду, она заявила, что признает, что сейчас страна фактически не имеет боеспособной армии. Она сказала, что за 30 лет армия Молдовы осталась без снаряжения, без военной техники и боеспособных средств. Сейчас мы осознаем эти последствия. И также после всего этого она призвала срочно созвать заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Вот что означает это заявление и какова вероятность того, что Молдова откажется от этой политики нейтралитета? Мне кажется, что даже если Молдова сейчас откажется от политики нейтралитета, то вооружить Молдову ускоренными темпами просто невозможно. Как невозможно изменить законодательство ускоренными темпами, потому что норма о нейтралитете является конституционной. Санду немного не хватает для конституционного большинства, чтобы изменить эту норму. Но проблема даже не в этом. Проблема в том, что ООН показала свою полную несостоятельность, и даже если будет создано такое заседание, то Россия может блокировать любое решение. Поэтому Молдова сейчас, что говорится, в очень таком состоянии под значительной угрозой. Но я повторюсь, нельзя исключать угрозы и по направлению к Украине, особенно учитывая то, что если сложить вместе российские подразделения, которых там 1500 человек, и саму армию республики, так называемой Приднестровской Молдовской республики, которая в случае полной мобилизации может достичь цифры в 7 тысяч, то это уже что-то, что представляет угрозу. И кроме того, они неплохо оснащены, у них есть танки, у них есть грады, и пусть это оружие старых образцов, тем не менее создать проблемы для Украины они могут. Я не говорю уже о диверсионной работе, которая тоже может осуществляться этим подразделением. А ракетные удары с этой территории могут быть осуществлены? В теории, да, они могут использовать грады. Ну вот вы упомянули Совет Безопасности. Он вчера в Украине был генсек ООН Антонио Гутерриш. И у меня такой вопрос. А неужели нет абсолютно никакой возможности сегодня выкинуть Россию с Совета Безопасности ООН, которая ветирует всевозможные важные решения, которые можно было бы там принимать? Ну, просто это очень абсурдно выглядит.
К сожалению, создается впечатление, что действительно Организация Объединенных Наций оказалась даже слабее, чем ее предшественница Лига наций, поскольку Лига наций, по крайней мере, смогла исключить Советский Союз, когда он начал агрессию против Финляндии. Вот, чего он не может сделать. И очевидно, что после того, как Россия потерпит поражение в войне против Украины, саму структуру Организации Объединенных Наций, ее задания, ее возможности надо будет существенно пересматривать, потому что сейчас эта организация проявила полную несостоятельность при огромных средствах, которые на нее выделяются странами-участницами. То есть это просто отсутствие механизмов принятия подобного решения или же отсутствие политической воли стран-участниц Организации Объединенных Наций? Можно говорить и о том, и о другом. На самом деле механизма исключения страны из Постоянного совета безопасности ООН нету. Однако наши представители в ООН подали прекрасную формулу, которой можно воспользоваться. Это упоминание о том, что Россия никогда, собственно, и не была постоянным членом Совета Безопасности. Она села в кресло Советского Союза, а соответствующие изменения в устав ООН внесены не были. Но чтобы использовать эту формулу, которую предложила Украина, нужна уже политическая воля, а ее сейчас нет. Ну и про международную поддержку еще хотела с вами поговорить. Сегодня появилась новость, что президент США Джозеф Байден попросит у Конгресса 33 миллиарда долларов на поддержку Украины, а также новые юридические инструменты для ужесточения санкций и изъятия активов российских олигархов. Вот насколько эти меры могут быть эффективными и насколько в целом международная поддержка сегодня достаточна? Международная поддержка Украины существенно возросла по сравнению с первыми днями российского нападения. Мы помним, что тогда, в первый день, 24 февраля, например, господин Кристиан Линднер, министр финансов Германии, отказал нашему послу в поддержке, аргументируя это тем, что в течение нескольких часов в Украине будет новая власть, и действующий кабинет министров и президент просто прекратят свои полномочия. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Сегодня в Бундестаге тоже голосовали о выделении Украине дополнительной поддержки. То есть, мне кажется, по крайней мере, на уровне восприятия Украина переломила ситуацию, Украина продемонстрировала свою устойчивость, стойкость и, соответственно, изменилось и отношение партнеров. Если раньше нам не хотели предоставлять помощь, потому что предполагали, что в случае проигрыша Украины эта помощь окажется в руках России, то сейчас, когда мы показали свою боеспособность, когда мы показали свою готовность к борьбе, поддержка возросла, и, я думаю, будет возрастать. И не только военная поддержка, но и экономическая поддержка, поскольку Европейский Союз тоже предпринимает беспрецедентные решения, и Британия приняла решение о беспошлинном ввозе украинских товаров, аналогично готов поступить Европейский Союз, определенные соответствующие инициативы Европейской комиссии уже есть, и когда она будет одобрена Советом и Европейским парламентом, то это тоже будет хорошим подспорьем для украинской экономики. Поэтому, несмотря на всю ту напряженность, которая сейчас у нас в стране, несмотря на непрекращающиеся атаки со стороны Российской Федерации, мы можем говорить о том, что поддержка со стороны стран Запада растет и увеличивается. И это, безусловно, позитивный сигнал, который обнадеживает. А можем ли мы сказать, что вот этот переломный момент поддержки международного сообщества Украине вот как раз наступил на встрече 40 министров обороны на авиабазе в Рамштайне? Да, я думаю, есть основания так говорить. Во-первых, именно после этой встречи Германия ни словом, а делом доказала свою готовность включаться в этот процесс, хотя раньше очень колебалась по этому поводу. И, собственно, и количество стран, которые приняли участие в встрече, и решение помощи, все это говорит о том, что, возможно, даже связывая это с нашими предыдущими репликами, возможно, о том, что теперь сформировалась коалиция, которая пытается исправить ситуацию в условиях, когда ООН совершенно импотентна. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чохсагол нас. Слава Україні!
Сергій Герасимчук був з нами на прямому зв'язку, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма». А я з вами не прощаюсь. Буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжит информационная программа «Заман» на украинском языке. Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях. После мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Гостями нашего эфира будет член Меджлиса крымско-татарского народа и руководитель Крымско-татарского ресурсного центра Искандер Бариев, с которым мы поговорим о нарушении прав человека как на временно оккупированной территории Крым, так и на новооккупированных территориях южной части материковой Украины, а также с нами на прямой связи будет председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкенча.